Вы активно комментируете наши посты. Мы рады и готовы ответить. В сегодняшнем выпуске наши гости ответят на вопросы подписчиков об открытии филиала Университета Аризоны в Казахстане. Вот Елена пишет комментарий. Против нашим детям не нужны европейские стандарты обучения. Елена, давайте зададим вопрос. Почему одни государства богатые, а другие бедные? Богатые не потому, что у них есть капиталы и технологии, а потому что у них более продвинутый человеческий капитал. И этот человеческий капитал, который есть в этих продвинутых странах, он стал качественным, более высоким, продвинутым в результате вот этих стандартов обучения, которые вы говорите, что нам не нужны. Зачем нам быть в обочине истории? Зачем нам сидеть и смотреть, что происходит в цивилизованном мире и быть наблюдателем? Надо быть в самом процессе и даже нужно в авангарде этого процесса. Так, теперь пишет Ал-Леви 8. Против университетов, которые будут приносить свои нездоровые ценности в нашу культуру. Этот университет поощряет ЛГБТ, что неприемлемо для наших духовных и морально-этических устоев. Уважаемый Ал-Леви, хотелось бы, во-первых, сказать, что согласно нашей договоренности с Университетом Аризоны, воспитательную часть полностью будет курировать казахстанская сторона. То есть в наших документах, которые мы будем с ними подписывать, мы уже договорились, что проректор по воспитательной части будет с казахстанской стороны. Воспитательная работа будет осуществляться согласно ценностям, морально-этическим устоям Казахстана. Еще раз хочу заявить, что никакой угрозы нашим национальным, культурным и моральным ценностям не будет, потому что зарубежные преподаватели не будут вовлечены в воспитательный процесс в университете Хозыбаева. Сюзанна Манукян спрашивает, вы серьезно? А как же репутация? Там вы тоже в курсе? В Аризоне как дела? Спасибо большое, Сюзанна, за вопрос. Я, как человек, отучившийся в университете Аризоны, могу вам достоверно заявить, что с репутацией у этого университета все в порядке. Университет Аризоны занимает 8-е место в рейтинге по общественному здравоохранению по всей территории Соединенных Штатов Америки и занимает достаточно высокие рейтинги на глобальном уровне тоже. Из своей практики я могу вам рассказать, что в школе общественного здравоохранения Университета Аризоны преподают профессора, которые являются практиками и настоящими профессионалами своей деятельности. Одним из них является доктор Ричард Кармона, который на своей позиции Surgeon General рассказал одним из первых о вреде пассивного курения, и благодаря которому стали запрещать курение в общественных местах. Динара 82-221 пишет, зачем нужно вести обучение на английском языке? Где будет работать такой специалист? В Казахстане? Вопрос. Агроном на английском. Специалисты точно для Казахстана готовиться будут? Во-первых, Динара, вам большое спасибо за такой вопрос. Я бы хотел отметить, что значимость английского языка, она очень высокая не только в секторе сельского хозяйства. На сегодняшний день все технологии и научные разработки именно пишутся и подаются только на английском языке из первых источников. Соответственно, знать английский язык, я думаю, что очень важно, чтобы получить непосредственно из источника всю подробную информацию. Так, Жибек Атымтай пишет, это большая радость для наших детей. Возможность учиться у себя на родине. Это большой прорыв. Действительно, Жибек, я с вами абсолютно согласен. То, что университет Аризоны приходит в эту часть мира, в Казахстан, это большой прорыв и большой успех, наверное, нашей страны. Аризона университет предоставит возможность нашим детям, простым ребятам из обычных школ получить образование международного уровня. Понимаете? То есть ребята получат диплом, который будет признаваться в любой части мира. В настоящее время у нас в Казахстане созданы практически все условия, чтобы получить лучшее международное образование. То есть, пожалуйста, если ребята хотят учиться за рубежом, есть программа «Болашах». Да, у нас в Казахстане есть очень много хороших университетов, которые предоставляют качественное образование. Все, что сейчас делается, это делается для нашей молодежи, и им только остается учиться, трудиться и получать образование.